Добрый вечер, 22:00, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 30 ноября, 1372 день аннексии Крыма. В студии Скендер Меметов. Волонтерскую премию получил крымско-татарский политзаключенный Марлен Асанов, которого крымские оккупанты обвиняют в терроризме. Сейчас Марлен находится в оккупационном СИЗО и еще не знает о том, что он стал лауреатом премии. За него награду получали друзья. Цьогорічної відзнаки є Марлен Асанов, кримський татарин. Украина оценила крымского татарина, оценила борьбу крымских татар, именно ненасильственную борьбу за свои права и свободу. А Украина оценила человека, который действительно, будучи простым крымским татарином, пытался сделать все, чтобы оказать помощь и не оставить в беде детей, которые остались без кормильцев. Я думаю, що він це почує, цю підтримку, і це допоможе йому там витримати все, те, що на нього, на його плечі, зараз впало. Как активный участник объединения «Крымская солидарность» Марлен Асанов занимался семьями крымских политзаключенных, решал их бытовые проблемы и поддерживал финансово. Сейчас он сам стал пленником Кремля. В ближайшее время награду Евромайдан СОС передадут его семье в Крым. Но все это делалось не с корыстной точки зрения, а именно ради довольства Создателя. И сейчас вот люди хотят очернить его, навязывают, ставят штамп террорист, и поэтому, естественно, в этой ситуации находясь, мне очень приятно, что есть люди, которые не верят этому всему. Вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт окончательно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете «Либеро». Тема закрыта раз и навсегда. Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания. По словам Сергея Лаврова, этот шаг был единственным возможным способом защиты интересов народа полуострова после совершенного в Украине в феврале 2014-го государственного переворота. В украинском МИД пока не комментирует заявление. Первой в мире демократической мусульманской республике должно было исполниться 100 лет. В 1917 году на Первом национальном собрании крымских татар Курултае была провозглашена Крымская Народная Республика. Она просуществовала только несколько месяцев, потому что власть силой отобрали большевики. Но факт провозглашения имеет огромное значение не только для крымских татар и Украины, но и для всего мира. Курултай – национальный съезд крымских татар. 100 лет назад состоялось первое заседание в Бахчисарае. Это событие стало выдающейся вехой формирования крымско-татарского народа. В течение всего революционного 1917 года крымские татары, как и другие народы бывшей Российской империи, прошли путь к созданию собственных демократических политических институтов и провозглашения национального самоуправления. Съезд избрал Временный крымско-мусульманский исполнительный комитет, председателем которого стал Нуман Челебичихан. Он одновременно стал и муфтием. В этот самый переломный момент истории Крыма у Крыма был шанс получить совершенно иное развитие, изменить траекторию своего политического пути вот с такого очень трагического на позитивное. Но, к сожалению, этого не произошло. 100 лет назад на Первом Курултае коренной народ полуострова пытался противостоять надвигающейся на него большевистской угрозе и сделал попытку объединить все народы Крыма в Крымскую Народную Республику. Она была одним из первых в мире проектов демократического строя в мусульманском обществе. Первый Курултай продемонстрировал, насколько древними являются демократические традиции в Украине и Крыму. Мероприятия, приуроченные к юбилею, пройдут в разных уголках Украины, Румынии, Турции, рассказывает председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Так, в рамках юбилея в декабре будет вынесен на обсуждение Конституционной комиссии Украины проект изменений относительно статуса Крыма. Зараз цей текст спрямовується до членів робочої групи, це 25 членів Конституційної
комісії і залучені експерти, в тому числі члени Меджлісу кримськотатарського народу. В нашому підготовленому цілісному тексті є і норма. Вищим представницьким органом кримськотатарського народу є Курултай кримськотатарського народу, який формує Меджліс кримськотатарського народу, котрий здійснює повноваження, визначених Курултаєм кримськотатарського народу. На пресс-конференции представили медиакомпании и ролики к празднованию столетия первого Курултая. Эльвина Сидулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. Диаспора крымских татар в Турции искажает события, происходящие в Крыму. В частности, о причинах смерти Виджия Кашка. Такое заявление обнародовали на сайте российского посольства в Турции. В дипломатическом учреждении написали, цитата: «На самом деле Меджлис крымско-татарского народа занимается шантажом и вымогательством, жертвой которого стал честный гражданин Турции. Он попал в беду после знакомства с внучкой Виджия Кашка». Конец цитаты. Как известно, 23 ноября после обысков и задержания ФСБ в Крыму от сердечной недостаточности скончалась ветеран крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Скандал на Львовском форуме безопасности. Во время работы форума на экран вывели карту Украины, на которой временно оккупированные территории Украины обозначили как народные республики Донецкая и Луганская. Это вызвало возмущение среди участников форума. Глава Львовской облгорадминистрации Олег Синютка подал заявление в СБУ. Там должны дать оценку действиям организаторов и привлечь виновных к ответственности. Похожий случай в конце лета произошел в Броварах. Там изобразили карту Украины без Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Руководительницу отдела культуры Броварского горсовета Инну Савченко тогда уволили. Два человека погибло, 10 госпитализированы. В одном из судов Никополя в Днепропетровской области мужчина взорвал гранату прямо в зале во время заседания. Что заставило его так поступить и в каком состоянии сейчас пострадавшие? Все подробности далее в сюжете. Выбитые стекла, кареты скорой помощи. Бригады медиков едва успевают выносить пострадавших из зала суда. Взрыв прогремел после обеда. В зале суда на тот момент рассматривали дело о двойном убийстве двух никопольцев. Это произошло в феврале 2016 года. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как автомобиль ВАЗ блокирует белую Джили. К ней подбегают люди с оружием и прямо у всех на глазах расстреливают машину, а затем убегают. Впоследствии трех нападавших задержали, а дело о двойном убийстве передали в суд. Сегодня же должно было состояться очередное 21-е заседание. Розглядався матеріал по факту вбивства, яке було наприкінці 2015 року. Тоді в місті Нікополі стався розстріл двох чоловіків. І чоловік, який зараз підірвав гранати, це батько одного із загиблих. Сталося це наприкінці судового засідання, коли оголосили, що суд буде перенесений у зв'язку з неявкою адвоката. По предварительной информации, одну гранату человек швырнул в сторону подозреваемых, другой взорвал себя. В результате пострадало 11 человек. С ранениями разной степени тяжести всех доставили в больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, а остальные легкой степени поверхностные осколочные ранения. Один из пострадавших у нас в операционной умер в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Среди пострадавших и студент Андрей. Парень пришел на заседание суда на практику и оказался в больнице. К счастью, отделался царапинами. Что это происходит настолько быстро, что вы ничего не думаете там? Ну, нет. Ну, потом, конечно, когда осознаешь, то уже такое. По факту открыто уголовное дело, по статье «Умышленное убийство». Сейчас на месте взрыва работают следователи и взрывотехники. Риана Алиева, Заман, АТР. Национальное антикоррупционное бюро никак не найдет общий язык с Генпрокуратурой. На этот раз в конфликт втянули еще и службу безопасности и Государственную миграционную службу. СБУ задержала детектива НАБУ при попытке передачи взятки первой замглавы миграционной службы Диане Примаховой. 15 тысяч долларов чиновницы передавали якобы за легализацию нескольких иностранных граждан. В НАБУ прошли обыски агентов. Подробнее о перипетиях коррупционной истории расскажет Елена Стецюк. Битва титанов. Утро начинается из взаимных обвинений. Замглавы миграционной службы Дина Примахова заявляет, взятку она не требовала. Деньги ей предлагал мужчина, который втерся в доверие. Но она не поддалась и сразу обратилась с заявлением в СБУ. Він продовжив таке
пропонування, але ж при цьому зазначив, що за це може бути певна грошова винагорода. Після того я йому зазначила, що за такі дії передбачена законом відповідальність. Але ж він мені сказав, що тоді я буду вимушений звернутися до інших осіб. В НАБУ утверждают, Пимахова требовала 30 тысяч долларов взятки. В доказательство этому в сеть выложили даже разговор, где якобы идет речь о сумме. Делается все так красиво, что знаешь, никто не подкопался. Ну, как сказать, не 30 минут. Когда передавали первую часть, силовики ГПУ и СБУ сорвали спецоперацию по задержанию преступной группы. Директор НАБУ и руководитель САП лично пошли к генпрокурору для выяснения. Говорили 2 часа, отчитываются, договорились. Агентов НАБУ задерживать не будут. Всю историю руководители назвали диверсией против антикоррупционных органов. На жаль, це вчорашнє розслідування, воно має негативні наслідки для нашої операції. І вона фактично припинена, на жаль. І всіх фігурантів, які ми вели, ми вже задокументувати не зможемо. Ми сподіваємося на взаємну співпрацю Генеральної прокуратури і відкритість таку, яку ми надаємо в наших провадженнях. Тут є дані вже розголошені. Прокурори, як прокурор, дали дозвіл на розсекречення необхідних документів. Тому на даний час ця інформація є досить. Сам же генпрокурор Юрий Луценко в действиях замглавы Государственной миграционной службы признаки коррупции так и увидел. Говорит, во время проверки этой службы представителями НАБУ и САП Пимахова озвучивала суммы за изготовление паспортов и удостоверений для иностранцев. А действия агентов НАБУ – это провокация подкупа. И это аморально и незаконно. Працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати чиновнику державному прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це чиста провокація. Високопосадовець ДМС точно не є ангелом, і в її розмовах є ознаки корупції. Генпрокурор, в свою очередь, удивляется, что агенты НАБУ ранее не проходили специальную проверку, однако являются штатными негласными сотрудниками, которых допустили к тайнам следствия. 2 из них уже в понедельник ждут на допрос. Елена Стыцук, Оксана Гуцел, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили продлили разрешение на пребывание в Украине еще на 3 месяца. Об этом сообщил на своей странице в Facebook. Поделился впечатлениями от посещения миграционной службы. Говорит, очень вежливые сотрудницы напоили чаем. При этом Саакашвили указывает на угрозу от СБУ, будто бы те получили решение про обыск его квартиры и служебных помещений в деле о государственном перевороте. Как известно, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии украинского гражданства. Археологи раскопали древнее крымско-татарское поселение Биели в Крыму. Расположено оно на будущем месте железной дороги, которая ведет к еще недостроенному Керченскому мосту. Обнаружены фрагменты стен и множество артефактов, свидетельствующих о коренном происхождении крымско-татарского народа. Мои коллеги расскажут больше. Если учесть, что этому сооружению несколько веков, то, в принципе, вызывает уважение. Руководитель археологических работ Юрий Белик рассказывает о масштабной находке. Это комплекс крымско-татарских поселений Биеля. Здесь в середине 19 века насчитывалось 80 дворов. Поселок не просуществовал долго и уже к концу столетия исчез. Период крымского-татарского, скажем так, ханства, еще очень слабо изучен. И это будет одна из таких важных вех в изучении истории крымско-татарского народа. Это будет важной эпохой, важным моментом в изучении переселения сюда русского населения. Найденные предметы быта, монеты и женские украшения присущи античности, временам хазарского каганата и даже бронзового века. Однако большинство находок относятся к периоду Крымского ханства. Основная масса находок относится к наиболее позднему периоду существования поселка, к татарскому периоду. Здесь мы можем видеть керамические сосуды и курительные трубки. Часть завезенная из Турции и часть произведенная здесь, на территории Крыма. Среди находок есть надгробия и даже скелеты. Кроме крымско-татарского поселения, археологи обнаружили 17 курганов, погребальных памятников. Все найденные предметы отправят на детальное изучение, после чего они попадут в музей. А вот судьба поселений не так оптимистична. Из-за строительства железной дороги на этом участке большую часть
просто снесут. Риана Алиева, Заман, АТР. Это все новости на сегодня. Мы будем следить за происходящим в Украине и мире и расскажем обо всем уже завтра в 8 утра в первом же выпуске «Заман». Будьте с нами.